Луми и зеркало времени. Однажды теплым вечером Луми, маленькая серебристая лисичка с янтарными глазами, гуляла по тропинке среди светящихся мхов. Внезапно над ней раздался мягкий шуршащий голос. «Я ждала тебя, Луми». На ветке старого дуба сидела сова Мира, самая мудрая в древнем лесу. Ее глаза мерцали, как две капли ночного неба. Луми подняла голову. «Почему вы меня ждали?» Сова достала из-за крыла круглое зеркало с обрамлением из корней и тонких серебристых нитей. Это зеркало времени. Оно показывает не настоящее, а будущее. Хочешь узнать, каким может стать наш лес? Луми кивнула, затаив дыхание. Сова протянула зеркало. На его поверхности вспыхнули два образа. Лес был полон света и жизни. Деревья тянулись к небу, звери пели, малыши учились заботе и дружбе. Все было наполнено теплом и сиянием. В другом отражении лес был серым, забытым. Светлячки исчезли. Деревья стояли сухие, никто не играл, никто не ухаживал за растениями. Только ветер ходил среди сухих ветвей. Луми прижала зеркало к себе. «Неужели все может быть вот так, если мы не будем заботиться о лесе?» Сова Мира наклонила голову и взглянула на Луми своими огромными мерцающими глазами. В них отражалось небо, полное звезд и памяти. «Ты увидела то, что может стать будущим», — произнесла она мягко. «А значит, у тебя есть сила его изменить. Будущее не высечено в камне, оно плетется из наших шагов, слов и добрых дел. Теперь ты знаешь путь и можешь выбрать его сама». Луми сразу отправилась к своим друзьям – барсуку Торгу, белочке Реми, ежику и дятлу. Она рассказала им о зеркале и о том, что она в нем увидела. Звери слушали Луми, сомневались, но в глазах у каждого появлялся огонек. И дятел, известный своей наблюдательностью, произнес: «Лес не меняется сразу, но перемены начинаются с малого, с одного листа, с одного шага. Мы можем стать этим началом». На следующий день звери устроили праздник заботы, день, когда каждый делал добро. Кто-то поливал молодой росток у родника, кто-то осторожно переплетал поломанные ветки, чтобы они могли снова тянуться к небу. Кто-то раскладывал орешки у дупел, чтобы старые звери не остались голодными. А кто-то просто сидел рядом с одиноким кустом, чтобы тот не грустил. Все происходило тихо, по-доброму, без лишних слов, как настоящая забота. И в этот день зеркало времени отразило только один образ — светлый, живой лес, полный тепла, звуков и света. Вечером, когда лес укутался в мягкий туман, Луми снова пришла к сове Мире. Она бережно держала зеркало в лапках, словно что-то живое. «Я принесла его назад», — тихо сказала Луми. Сова Мира взяла зеркало, взглянула в его гладкую поверхность и улыбнулась. «Будущее леса изменилось. Потому что изменилась ты». Она мягко прикрыла зеркало крылом и прошептала: «Теперь оно больше не нужно. Ты уже увидела, что важно, и передала это другим». Луми подняла взгляд. В ее янтарных глазах отражался свет звезд. «А если все снова начнет забываться?» — спросила она едва слышно. «Тогда ты снова напомнишь», — ответила Мира. «Потому что те, кто видит сердцем, становятся хранителями леса». Луми улыбнулась. В этот момент легкий ветер прошелестел в ветвях, и над поляной вспыхнули светлячки, словно лес сам благодарил ее. И, уходя по тропинке домой, Луми знала — теперь она не просто лисичка, а часть будущего древнего леса. Спасибо, что были с нами в этой истории. Ты тоже держишь зеркало времени. Только от тебя зависит, что оно отразит завтра. Выбирай с любовью. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее приключение. Скоро вернемся с новой историей.